понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Крым Реалии. На связи у микрофона Павел Казарин. У нас очень немного времени и очень много важных тем, о которых нужно сегодня поговорить. У нас очень много будет сегодня включений, и поэтому, поверьте, наш эфир по количеству смыслов на секунду времени, мы надеемся, будет одним из рекордных. Но эти смыслы абсолютно бессмысленны, извините за тавтологию, если вы не будете давать нам свой фидбэк. Поэтому милости просим в нашу студию 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Ну или пишите к нам в социальных сетях, в Твиттере, в Фейсбуке, где бы то ни было, где вы нас найдете. Ну а кроме того, на сайте Крым Реалии наша радиопрограмма прекрасным образом превращается в себе такую кавер-версию видеопрограммы. Там есть видеотрансляции. Ладно, это было такое, все с анонсами закончили, теперь переходим к сути. Буквально через секунду мы начинаем. Хорошо. Итак, сегодня на самом деле произошла очень важная история. Сегодня российский суд в Донецке, в Ростовской области заявил, когда все-таки будет вынесен приговор Надежде Савченко. Дата вынесения приговора назначена на 21-22 марта. То есть приговор будет выноситься, зачитываться в течение 2 дней. Сегодня же прозвучало последнее слово Надежды Савченко. Обвинение требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы, не считая штрафа в 100 тысяч рублей. Но сейчас Савченко уже который день продолжает сухую голодовку, и ее адвокаты предупреждают, что она просто может физически не дотянуть до дня оглашения приговора. И на самом деле вот все это происходящее, оно, на наш взгляд, имеет прямую корреляцию с Крымом. И, возможно, к концу программы вы поймете, какую. Ну а прямо сейчас давайте послушаем репортаж наших коллег из зала суда. Репортаж. Ви зараз закидаєте у в'язниці тих людей, які приходять мене підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть, не стануть інші? А якщо ви тих закинете у в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це протиприродньо. Против людей, против Бога и против всего на свете. Сегодня российский суд назначил дату оглашения приговора украинской летчице, народному депутату Украины и делегату Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Надежде Савченко. Очередное судебное заседание состоится 21-22 марта. Свое решение российский суд огласил после последнего слова украинки. Сторона обвинения требует для Надежды Савченко 23 года заключения и 100 тысяч рублей штрафа. Обвиняемая уже неделю продолжает сухую голодовку после того, как суд начал затягивать с оглашением приговора и не дал ей сказать последнее слово 3 марта. Украинскую летчицу в России обвиняют в убийстве 2 сотрудников российского телевидения, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели работников СМИ украинку уже захватили в плен боевики и затем принудительно переправили ее в Россию. Валерия Максимова для Крым Реалии. Вы знаете, друзья, довольно любопытно наблюдать за тем, как акции в поддержку Надежды Савченко проходят в самых разных городах. И, в принципе, нет ничего удивительного, когда мы наблюдаем их где-нибудь, я не знаю, в Киеве, или в Николаеве, или во Львове, или в каких-нибудь европейских столицах. Более того, в принципе, нужно отдать должное мужеству тех женщин, которые 8 марта вышли в Москве поддержать Надежду Савченко, и которых потом скрутили сотрудники отряда милиции особого назначения. Но, вы знаете, особенно трогательно было наблюдать одиночные пикеты в поддержку Надежды Савченко, которые проходили в крымских городах. И спасибо за это активистам Украинского культурного центра. Вот Михаил Батрак, один из активистов, с нами сейчас на связи. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, ну как все прошло? Не было страшно на самом деле? Да нет, страшно не было, все прошло тихо, гладко, наверное. Никто не успел среагировать на наш такой флешмоб спонтанный, поэтому
Все было тихо. Мы видели фотографии, на них вы с такими самодельными плакатами, собственноручно нарисованными, стояли вдоль дорог, и как бы автомобилисты могли вас замечать. Вот они как-то реагировали на то, что на те призывы, которые вы держали в руках? А у вас, насколько я помню, было написано «Фри Савченко». Фри Савченко, да. Ну, реагировали своим сигналили они. Ну, а по какой причине не сигналили, либо это было одобрительный какой-то их жест, либо осудительный, еще непонятно. Скажите, а вообще... провокаций не было, никто не ругался, ничего. Михаил, ну вот вы ежедневно, как бы ежечасно живете в Крыму, погружены в эту медиасреду, а в Крыму вообще что-то знают об этом деле? Телеканалы или средства массовой информации вообще что-то сообщают крымскому обывателю о том, как проходит процесс в Ростовской области над Надеждой Савченко? Нет, для крымского телевидения, для крымских СМИ, наверное, эта тема как-то запрещенная сверху, они стараются замалчивать ее, чтобы этого не было вообще в эфирах. Ни с положительной стороны, ни с отрицательной, не дают никаких оценок крымских СМИ этим событиям. Ну, понятно. Вы знаете, в условиях такого информационного вакуума вот ваша импровизированная акция, она как раз, может быть, решала одну из главных задач. Это как раз, актуализация темы. Спасибо, Михаил, что нашли время к нам присоединиться. Михаил Батрак, активист Украинского культурного центра в Крыму, как раз был на связи с программой «Крым Реалии». Я напомню, что как раз Михаил и его коллеги, они проводили такую информационную акцию, в рамках которой призывали освободить Надежду Савченко. Но мы как раз следим за тем, что происходит вокруг этого дела с самых разных сторон. Вот любопытно смотреть за тем, как, собственно, реагируют самые разные медиа. Я просто напомню несколько дат. Надежда Савченко находится под стражей с июля 2014 года, и вот 8 марта 2016 года в Москве на Триумфальной площади тоже проходила акция в поддержку Савченко. Тогда полиция, вот как мы и говорили, задержала 35 участников. Так вот, Госдепартамент США потребовал освободить украинскую летчицу и вернуть ее домой. По мнению главы ведомства Джона Керри, процесс над военнослужащей показывает неуважение со стороны Москвы к Минским соглашениям. В свою очередь, российский МИД уже отреагировал на это заявление. Он обвинил Госдепартамент США в давлении на российский суд, в неуважении к российскому правосудию. Но любопытно еще одно получило развитие эта ситуация, то, что группа депутатов Европарламента потребовала ввести персональные санкции против президента Владимира Путина и глав силовых служб российских в связи с, цитирую, фабрикацией дела Надежды Савченко. Это я цитирую по порталу «Медуза». Еще, вы знаете, вот как раз-таки в рамках этих санкций, которые предлагают ввести в связи с делом Надежды Савченко, предлагается, вот депутаты Европарламента предлагают в этом списке упомянуть помимо Владимира Путина еще 28 человек. Соответствующее письмо было направлено официальному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини. А сам текст письма в своем твиттере опубликовал евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. Это любопытно, потому что, вот, в частности, группа депутатов предлагает запретить российским чиновникам, причастным к похищению фабрикации процесса над Надеждой Савченко, въезд в Евросоюз, заблокировать их банковские счета, а также арестовать их имущество на территории стран Евросоюза. Но, знаете, вот когда всякая подобная новость появляется, всегда нужно учитывать медийный вес. Ее реальный медийный вес. Потому что иногда из Украины, из России многие новости, которые приходят там из пространства Евросоюза, они оказываются либо недооцененными, либо они оказываются переоцененными. И тут важно понимать на самом деле, что о том или ином событии, собственно, говорят сами европейцы. С нами сейчас на связи политолог, колумнист издания Deutsche Welle Иван Преображенский. Иван, добрый вечер. Иван? Добрый вечер. Иван, скажите, вот вообще Надежда Савченко сегодня, в какой-то степени является, такой процесс над ней является одной из топовых новостей для Украины и для России. А в европейских медиа он какой-то отклик находит? Да, безусловно. Это сейчас одна из, не то чтобы центральных, но, по крайней мере, одна из топовых тем, которая достаточно активно обсуждается в европейских медиа. Идет сбор разнообразных подписей, как сразу несколькими вариантами писем с просьбой, требованием и так далее к российским властям
отпустить Надежду Савченко в разных странах Евросоюза, в том числе в тех, которые, в принципе, достаточно активно российской политикой не занимаются. То есть эта тема, безусловно, обсуждаема весьма активно. Единственное, что большинство представителей европейского истеблишмента, скажем так, имеют достаточно слабое представление, тем не менее, о Надежде Савченко. Например, не очень хорошо представляют, каким образом она оказалась в руках российских властей, почему она находится под судом в России и так далее. То есть, скорее, это в значительной мере процесс информирования вообще о том, что происходит. Понятно. Иван, а вот те новости, которые встречались о том, что там группа евродепутатов призвала там создать эдакий список Савченко, наверное, по аналогии там со списком Магнитского и так далее, в котором предусмотреть персональные санкции против ряда российских чиновников. Вот эта инициатива, она, является, скажем так, белым шумом, или она имеет какую-то перспективу превратиться в какое-то реальное, вот, я не знаю, получить какое-то реальное воплощение на уровне официальных документов? С одной стороны, эта инициатива появилась в результате работы российских и украинских правозащитных организаций с рядом евродепутатов. То есть это не собственная инициатива изнутри Европарламента. Нет. С другой стороны, во-первых, Европарламент фактически совещательный орган для Европейской комиссии, в данном случае может только рекомендовать Могерини что-либо сделать. Кроме того, это всего лишь письмо нескольких депутатов, а даже не резолюция. Так что конкретно этот жест никаких юридических последствий иметь не будет совершенно точно. С другой стороны, этот призыв отражает определенную тенденцию. Действительно существует и складывается достаточно значительная, скажем так, в медиа и среди европейских политиков достаточно значительная группа, которая готова обсуждать возможность появления некого нового списка, либо редакции списка Магнитского, так или иначе увязанного не только с Савченко, но в принципе с действиями российских властей по незаконному удержанию иностранных граждан. И появление какого-то документа в этой ситуации в принципе достаточно вероятно. Вопрос в том, что это потребует достаточно большого времени. Сейчас мы вряд ли можем это ожидать. Первая реакция – это продление санкций против России без обсуждения, вопреки тому, что ранее заявляли, например, представители Венгрии. Но... Речь о секторальных санкциях против российской экономики, правильно я понимаю, да? Да, речь именно о них. Эта ситуация может заметным образом измениться, как, с одной стороны, может достигнуть такой баланс в европейской политике, что санкции действительно начнут отменять, так и при этом параллельно может возникнуть история с введением неких новых персональных санкций. Речь, насколько я понимаю, не идет о том, чтобы вводить аналог тех санкций, которые вводились за Крым и за ситуацию на Донбассе. Речь идет о персональных санкциях именно по типу санкций списка Магнитского. То есть по наиболее болезненным точкам для тех конкретных российских деятелей, которые связаны с подобными историями. Иначе говоря, эта история вряд ли коснется Путина, но она вполне может иметь перспективы для непосредственных исполнителей решений российской власти и для тех, кто принимает с точки зрения Европейского Союза неправовые решения. Понятно. Спасибо, Иван, что нашли время нам объяснить происходящее. Иван Преображенский, политолог, колумнист издания Deutsche Welle, был с нами на связи из Вильнюса. То есть если суммировать все сказанное, то можно говорить о том, что да, тема Надежды Савченко присутствует в европейских медиа, при этом в большей степени европейские медиа решают задачу информирования, потому что существуют определенные лакуны
и лакуны в понимании вот как бы обстоятельств процесса, почему Надежда Савченко, собственно, оказалась на территории Российской Федерации, почему ее, собственно, судит российская Фемида и так далее, и так далее, и так далее. И, опять же, не исключено появление нового списка санкций, а в случае, например, не дай бог, трагического исхода, то, там, например, можно уже предполагать, что там секторальные санкции против российской экономики будут продлены автоматически, а без обсуждений, как на том настаивала Венгрия, друзья. Но на самом-то деле, вы знаете, так уж получилось, что мы часто, когда рассуждаем о судьбе одного конкретного человека, мы начинаем скатываться в геополитику. А в первую очередь нужен и важен этот человек. И вот сейчас с нами на связи наш коллега, корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, который вот отслеживает все судебные заседания из того самого городка Донецк в Ростовской области, где идет суд над Надеждой Савченко. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Вот буквально пару вопросов. Вот как держится Надежда и что вообще говорят врачи о состоянии ее здоровья сейчас из последней информации? Угу. Украинских врачей так и не допустили до Надежды Савченко, несмотря на то, что МИД России дал разрешение на ее осмотр, а она поставила условием, чтобы врачи были исключительно из Украины или европейские врачи, но не российские. Врачи сегодня утром еще находились на границе, их не пропускали, они находились в поселке Меловое, здесь не так далеко, но когда их пропустили, судья уже удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. А это значит, что все свидания с Надеждой Савченко теперь невозможно провести, потому что именно судья должен дать разрешение на свидание, и для врачей в том числе. Поэтому медицинских данных мы сейчас, на данный момент, о состоянии здоровья Надежды Савченко не имеем. Тем не менее, сегодня она была в суде, она активная, она бодрая, она держится очень по-боевому, как и, в общем, весь процесс. Адвокаты, которые общались с ней близко, и консулы, украинские консулы из Ростова-на-Дону, которые с ней встречались в СИЗО буквально день назад, а они встречались не в комнате для свиданий, где с ней невозможно пообщаться близко, там стоит стекло и только через трубку телефона, а они с ней встретились в комнате, где можно было ее потрогать, там, общаться и вблизи рассмотреть. Они отмечали, что да, какие-то первичные признаки того, что здоровье ухудшается, заметно, проблемы с сердцем начались. Вот это было все озвучено с адвокатами и консулами. Угу. Антон, еще вопрос, но я понимаю, что он не претендует на профессионализм. Но может быть, в кулуарах судебного заседания ходят какие-то слухи о вероятном обмене Надежды Савченко или о вероятных сценариях ее дальнейшей судьбы, что там, я не знаю, там, амнистии и так далее. Или вот подобное вот как бы кулуарные разговоры никакие вам не доводилось с ними сталкиваться и так далее? Информация такая достаточно устойчивая о том, что Савченко будет помилована после приговора и отправлена в Украину, ходили после того, как Грызлов посетил Киев и проводились некие договоренности. Вот после его возвращения такая информация, она среди журналистских кругов ходила, и она была достаточно устойчивой. Потом она полностью прекратилась, то есть все даже какие-то на уровне слухов информационные вбросы, как, например, было при комментировании Рубаном, да, когда он приехал на процесс Александрова Ерофеева и после этого заявил, что возможен обмен и там какие-то методики обмена Савченко и Сенцовой-Кольченко. Вот даже таких слухов уже перестало появляться. Сенцов-Кольченко отправились тут же по этапу, а насчет Савченко стало вообще ничего не известно. Более того, судья, как вы видите, начал принимать какие-то такие вот не очень рациональные поступки, перенес заседание, хотя у Савченко последнее слово занимало 1,5 страницы, она бы его зачитала буквально там за 5 минут, как сегодня. Это не очень объяснимо. Понятно.
Понятно. Ну да, на самом деле вообще во всей этой истории есть очень много белых логических пятен, которые при помощи формальной логики заполнить очень тяжело. Пытаемся заполнять их дальше при помощи фактов. Антон Наумлюк, корреспондент «Радио Свобода», был с нами на связи из Донецка, Ростовской области, город, где идет процесс, продолжается над Надеждой Савченко. И вы знаете, вот любопытно, мы на самом начале говорили, что эта тема, она получит распространение в том числе и в отношении Крыма. И любопытно, сегодня вот, например, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров объявил о том, что будет составлен список лиц, ответственных за политические преследования и репрессии в отношении крымских татар и украинцев, которые проживают в Крыму. То есть такой себе список Чийгоза. Об этом написал Рифат Чубаров у себя в Фейсбуке и призвал прислать ему имена тех людей, которые, соответственно, причастны к давлению на граждан Украины, которые проживают в Крыму. Вот с нами на связи Эскендер Бариев, член Меджлиса, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскендер, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у нас есть 4 минуты. Вы можете нам объяснить вот природу этого списка, как он будет функционировать по мере своего составления? Как вы видите его будущее? Ну, в первую очередь, нужно его составить. То есть на данный момент нам известный ряд лиц, которые нарушают права человека, которым принадлежат правонарушения, которые проводятся на территории Крыма. И, с другой стороны, нам нужно его систематизировать. И, как примером является список Магнитского, или вот сейчас идет активная инициатива список Савченко. Однозначно, название список Чийгоза – это больше символическое название, потому что Чийгоз, Ахтем Чийгоз, как зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа, и как бы одно из самых кричащих таких дел – это 26 февраля, и оно связано именно с противостоянием всех крымчан, независимо даже от национальности, той агрессии российской, которая началась в феврале 2014 года, и на протяжении всех этих лет проводятся активные репрессии с ссылкой на 26 февраля. Но это не говорит о том, что мы говорим только о крымских татарах, о правонарушении крымских татар. Мы говорим о правонарушении всех крымчан, по отношению к которым заведены уголовные дела, по отношению к которым проводятся какие-то правонарушения, по отношению к которым проводится давление. И в этот список, конечно, будут включены и судьи, следователи, прокуроры, те, кто дает ложные показания для того, чтобы они знали о том, что общественность следит за этими процессами, рано или поздно им нужно будет отвечать за свои деяния. И дальнейшая инициатива будет также направлена на то, чтобы в отношении этих лиц были санкции. Санкции со стороны Европейского Союза, санкции со стороны Конгресса США, для того, чтобы эти люди понимали, что не могут быть безнаказанными те правонарушения, которые творятся сегодня в Крыму. Вы знаете, но ведь это важно, потому что официальный Киев ведь до сих пор не опубликовал полный список тех людей, которых он считает, виновными в нарушении государственной присяги и так далее. То есть, по большому счету, мы понимаем, что их число довольно-таки велико, но списка пофамильного у нас до сих пор как бы нету. Вот, я не знаю, это вот случайная или так специальная позиция органов государственной власти. Сегодня, вот опять же, мы многократно об этом говорим, вот сегодня общее число тех людей, которых правильно называть, я не знаю, крымскими политзаключенными, вот каково оно? Вы имеете в виду какого количества? Да. Я вам сейчас точную цифру не скажу, но это уже несколько десятков человек, потому что я боюсь сейчас ошибиться по цифре, потому что эта информация у нас полностью есть. Но я хотел бы сказать как раз-таки то, о чем вы говорили. Дело в том, что мы, граждане Украины, мы являемся государством, потому что что представляет из себя государство? Это в первую очередь его граждане. И поэтому, если со стороны государственных органов нет четкой реакции или четкого списка в этом плане, то
что инициатива должна принадлежать в том числе его гражданам. И в данном случае представительному органу крымских татар, Меджлису крымско-татарского народа. И кто-то должен начать этот процесс. Понятно. Поэтому на самом деле это все, я думаю, логично. И тот процесс, который сегодня инициировал председатель Меджлиса крымско-татарского народа, он будет систематизирован и совместно, я думаю, с государственными органами будут предприняты конкретные шаги. Понятно, спасибо. Эскандер Бариевич, член Меджлиса, был с нами на связи. Друзья, вы знаете, вот самое любопытное... Не успеваю рассказать вам, что самое любопытное, потому что время просто у меня утекает сквозь пальцы, как песок. Вы знаете, к этой теме мы будем и дальше возвращаться. Мы будем про ней говорить, даже если все остальные будут молчать. А знаете почему? Правильно. Потому что мы Крым Реалии. До скорого.